Добрый день, меня зовут Осипов Жора, я ученик 7 А класса Минской Нашевской гимназии. Тема моего доклада — чипсы вред или польза. Руководитель Амосова Степания Алексеевна. Один из фактов здорового образа жизни — это правильное и полноценное питание. Многие хронические заболевания формируются из-за неправильного питания. Очень часто мы, школьники, покупаем для своего питания не то, что полезно, а то, что в яркой упаковке. В наш рацион питания входят чипсы, кириешки, соленые орешки, которые иногда заменяют продукты завтрака, обеда и ужина. Я решил выбрать для своего исследования чипсы — любимые лакомства детей и взрослых. Актуальность моего исследования заключается в том, что очень часто в магазине замечаю, как дети или взрослые покупают чипсы. И мне стало интересно, чипсы полезны или нет. Гипотеза исследования. Если мы узнаем больше информации об исследуемом продукте питания, то сумеем сохранить свое здоровье. Цель работы — выяснить, полезен ли картофельный чип для здоровья человека. Задача — изучить литературу по данной проблеме, провести опыты, определяющие состав чипсов, провести, проанализировать и анкетировать среди учащихся и взрослого населения. Вначале я решил провести анкетирование, сделал опрос в Google форме, разослал по приложению WhatsApp своим одноклассникам, знакомым, родным и так далее. На опросе участвовало 159 респондентов, из них 49% школьники, 36% рабочие и служащие, а остальные — студенты, пенсионеры и домохозяйки. В анкетировании были следующие вопросы. Любите ли вы чипсы? Как часто вы покупаете чипсы? Какие чипсы вы покупаете? При каких обстоятельствах вы употребляете чипсы? Как думаете, чипсы вредны? Исходя из анкетирования, видно, что большая половина участников потребляет чипсы раз в месяц. Самым популярным видом чипсов являются чипсы Лейс. К сожалению, 1/3 часть покупает чипсы для своих детей, а 2,6% делают это каждый день, несмотря на то, что большинство осведомлены о вреде чипсов. Люди продолжают покупать их. Нас заинтересовали результаты социологического опроса, и я решил сделать опыт с разными видами чипсов. Для этого я поставил следующую задачу: купить чипсы разных марок, приготовить самому домашние чипсы, изучить состав и пищевую ценность чипсов, провести органолептическую экспертизу и сделать анализ и вывод. Первый образец — кукурузные чипсы сальто, второй — чипсы чипсоны, третий — чипсы Лейс, четвертый — картофельный чипс, домашние картофельные чипсы. Во-первых, я изучил пищевую ценность чипсов: белки, жиры, углеводы, калорийность, пищевые волокна, воды, витамины, натрий. Самыми калорийными были чипсы сальто. Во-вторых, я исследовал вкус чипсов: цвет, форму, запах, вкус, консистенцию. Первый опыт горения чипсов. Самый химический запах выделили чипсоны и Лейс. Второй опыт — определение крахмала. В первом не изменился, во всех изменился. Третий опыт — определение количества масла. В первом чипсах сальто было очень мало масла, а в четвертом было слой масла. Заключение. В результате проведенного анализа изученной литературы и материалов интернета было установлено, что чипсы являются крайне вредным продуктом питания и негативно влияющим на нормальное функционирование организма человека. Чипсы очень соленые, а избыток соли мешает нормальному росту костей. Нарушает обмен веществ и может вызвать отеки и проблемы с сердцем. Красители ароматизаторы, которые придают чипсам вкус ветчины, сметаны с укропом и креветок, могут вызвать аллергию. Витаминов и минералов веществ в чипсах нет вообще. На проведенных опытах были выявлены вещества, не названных в этикетках чипсов. Из-за высокого содержания углеводов и жира чипсы очень калорийны.
Это способствует ожирению. Чипсы, содержащиеся в чипсах, крайне опасны для здоровья, так как обладают канцерогенным действием, то есть способностью вызывать рак. Самыми жирными чипсов оказались чипсы Лейс. В чипсах содержится канцерогенный акриламид, который считается ядом для нашего организма, поражающий главным образом нервную систему, печень и почки. Такой состав имеет такие чипсы, как чипсоны и лейс. При горении в них появился сильный химический запах. Это говорит о выделении акриламида. Чипсы вызывают пищевой привыкание. Вот почему 77% опрошенных покупают его, а 26% делают это ежедневно. Спасибо за внимание.